Одна из самых живописных и в то же время труднодоступных достопримечательностей Ингушетии – башенный комплекс Цори. Добраться до него сложно, однако зрелище того стоит. Путь не близкий, но и в этом есть свои плюсы. Вдоль маршрута можно воочию увидеть не менее известные чуда зодчества, как Хамхи и Гикалы-Таргим. Именно в теплое время года природа горной Ингушетии наиболее яркая и завораживающая. Многовековые деревья контрастируют с древними каменными сооружениями, буквально погружая в историю ингусского народа. Маяком для всех туристов служит переправа через бурную и холодную Ассу. А подробная карта вблизи водоема позволит более детально изучить местность, чтобы не пропустить все самое интересное. Первая остановка, которую просто нельзя пропустить, это храм Тхабаирды. Это сооружение по-настоящему поражает воображение. Без каких-либо установок и специальных материалов наши предки возвели этот храм с безупречной точностью. Миновав строение, через несколько километров перед путником открывается вид на древний башенный комплекс Ний. 4 боевые башни буквально сливаются с многовековыми горами, даря незабываемый эстетический восторг каждому. Спустя еще несколько километров перед взором распахиваются величественные башни Цори. Главная прелесть этого селения – компактность и, конечно же, безупречный вид, позволяющий узреть все ущелье. Башни Цори не только одни из самых труднодоступных, но и молодых. Еще в 40-х годах в этих местах кипела жизнь, а благодаря 2 мечетям в этих краях тесно переплелись исламские мотивы с языческим прошлым наших предков. Вот такая она, горная Ингушетия. Свежий воздух с потрясающими пейзажами дарят настоящий отдых душе и телу, а благодаря историческим сооружениям путник может еще и погрузиться в историю нашего края. Идрис Ижиев, Новости 24.